Слышно, видно. Добрый вечер всем. Минутная готовность объявляется. Добрый вечер. Сейчас мы начнем нашу работу нашего семинара. Все ли видно, слышно? Так, количество участников пока 20. Надеюсь, что еще подтянутся. Давайте, у нас есть еще минутка, даже 2. Подождем 2 минутки и начнем нашу работу. Сразу же хочу настроить вас на то, что мы будем сегодня часть материала демонстрировать, используя наши презентации, поэтому вы можете презентацию открыть на полный формат. Вот в правом верхнем углу есть двунаправленная стрелочка, квадратики. Если вы на него нажмете, то вы будете видеть просто презентацию, ну и мы и будем комментировать. И часть материалов, наверное, мы будем просто демонстрировать, используя свой экран. Ну, такие переходы будут реализовываться в ходе нашего выступления. Сегодня семинар мы ведем из Сыктывкара, Мария Анатольевна Русанова и я, Баженов Илья Иванович. Тема у нас с вами была обозначена. И вот еще минутку мы начнем нашу работу. Ну, я, наверное, тоже начну с объявлений. Ну, объявления какие? В прошлый раз я уже анонсировал работу на ближайшие, по крайней мере, месяцы. И в анонсе прозвучали, пожалуй, 3 основных задачи. Первая задача – это задача, связанная с подготовкой к исследованиям по функциональной грамотности, по формату, который нам предлагает Международный исследовательский центр ПИЗа. И второе – это внедрение в жизнь федеральных образовательных стандартов нового поколения, которые у нас вступают с 1 сентября 2022 года. Это второе направление, и поэтому мы должны будем, по всей видимости, на наших семинарах эти моменты каким-то образом в тематике отражать. И третье, это так или иначе у нас ждут тестирования, связанные с всероссийским экзаменом, ВПР, всероссийская проверочная работа, и ОГЭ, ну и, естественно, ГЕ. Вот эти 3 испытания нас тоже ожидают, поэтому в рамках работы нашего семинара мы планируем тоже внимание уделить этим вопросам. В частности, вот через раз будет, по всей видимости, наше заседание посвящено анализу ВПР прошлого года. Некий анализ мы составили, ну и, по сути дела, готовим сейчас такой ресурсный сайтик, на котором будет вся информация в будущем собрана. Ну и вот эту экскурсию по этому сайту и по анализу результатов прошлого года мы постараемся сделать. Но это будет где-то в феврале. А в ближайших наших планах расширить нашу географию, ну и тематику работы семинара. И поэтому в следующий раз мы слово передаем Воркуте. Вот Эви Ростиславовна здесь присутствует. Она со своей командой будет представлять Воркуту, методическое объединение математиков. Мы надеемся, что к нам подключатся, ну, по крайней мере, другие регионы, города, регионы, районы имеется в виду прежде всего. Мы сейчас ведем переговоры с учителями, с методическими объединениями математиков в районах, в городах, и надеемся, что вот эта эстафетная палочка будет передаваться от региона к региону. Но я готов сразу же объявить, что вот следующее заседание, которое у нас, по всей видимости, по-моему, там 10 что ли числа, я сейчас точно не помню, по-моему, 10 числа, в четверг в это же время будет слово предоставлено. Да, 10 февраля, вот Эви Ростиславовна меня направляет, добавляет, слово будет передано методическому объединению учителей математики Воркуты. И тематику мы анонсируем, вы тоже получите рассылочку и будете знать, о чем пойдет речь, какого типа выступления будут.
Меня очень часто спрашивают, вот в прошлый раз я там рассказывал про быстрый алгоритм решения задач, можно ли его использовать и рассказывать детям с тем, чтобы они в будущем могли этот алгоритм использовать и решать задачи, ну, скажем, всякого рода испытаниях. Не будут ли эксперты каким-то образом неверно оценивать? Я считаю, что нет, не должны, если это грамотные эксперты, то все, что, по сути дела, я, по крайней мере, в прошлый раз рассказывал, это имеет четкое обоснование, и думаю, что не должно быть никаких недоразумений в этом смысле. Поэтому, пожалуйста, все, что вам понравится, и то, что вы полезно будете извлекать из работы нашего семинара, из материала нашего семинара, можете в своей практической деятельности использовать. Я напоминаю, что у нас ведется запись, есть сайт. Ссылка на сайт вам всегда приходит вместе в информационном письме, и вы всегда можете заглянуть в материалы и посмотреть еще раз, если что-то пропустили или, может быть, не удалось вам с самого начала войти в соответствующее заседание семинара. Хроника ведется, ну и вся информация, и все ссылки, которые мы считаем полезными, мы тоже на сайте семинара прикрепляем. Теперь давайте перейдем уже к содержательной части. И я, пожалуй, начну вот с чего. Значит, у нас с вами про функциональную грамотность уже несколько мероприятий состоялось, в том числе и мероприятия, которые проходили в рамках нашего семинара учителей математики. Мы знаем, что нас ожидает испытание в апреле месяце по математической грамотности и по креативному мышлению. Два направления, которые будут тестироваться выборочно по школам, на которых выпадет жребий. И сейчас ставится задача максимально подготовиться вот к этим мероприятиям с тем, чтобы наши результаты были как можно лучше. И мы были готовы, как учителя и организаторы, и наши дети подопечные. И вот мы сегодня, наверное, уже в третий раз, получается, на нашем семинаре решили на этих вопросах остановиться. Значит, у меня будет не совсем такое содержательное выступление, я просто хочу показать, какие мероприятия в ближайшее время запланированы, в таком, грубо говоря, на официальном уровне. И я хочу немножко о них рассказать, это во-первых. А во-вторых, все-таки показать основной ресурс, который поддерживает Институт развития образования. И почему-то, к сожалению, очень мало посетителей вот на этом ресурсе бывает. То есть я немножко расскажу о мероприятиях, которые нас ждут в январе-феврале, и дальше покажу, где какие материалы можно найти. Ссылки бывают очень полезны, может быть, просто кто-то не знает о них, где они находятся и где можно эти ссылки посмотреть, найти. Я понимаю, что большая часть людей, которые в этом заинтересованы, они уже для себя такие коллекции составили, но тем не менее, может быть, есть люди, которые не знают, какие дополнительные возможности и ресурсы у нас сейчас есть, и какие мероприятия проводят у нас в нашем регионе, в частности, в рамках Института развития образования. Значит, небольшая презентация, посмотрите, значит, я тут не стал останавливаться на каких-то там нормативных документах и так далее. Хочу остановиться на некоторых вещах, которые сейчас можно как бы использовать и попрактиковаться и посмотреть. Значит, все ресурсы, о которых я сейчас говорю, они все бесплатные, то есть здесь без всякой дополнительной финансовых затрат вы можете пройти эти мероприятия. Но прежде всего, вот Министерством образования Республики Коми поставлена задача о прохождении всеми учителями, которые работают с детьми 8-9 классах, вот специализированного курса, который выложен на портале edu.rcomi, он называется, так как здесь написано, функциональная грамотность, обучающих основные подходы и к формированию и оценке. Ссылка на этот курс вот здесь вот приведена.
На экране вы сейчас ее должны видеть. Я думаю, что вы ее видите. Я не знаю, она, наверное, сейчас не активна, но в презентации вы ее можете найти. Но кроме того, я еще и покажу, где на сайте можно на эту ссылку войти. Значит, какие вопросы рассматриваются? Вот здесь как бы приводятся эти материалы. Не буду их зачитывать, можно будет в презентации посмотреть. Второе мероприятие – это предполагается, что будет проведено исследование готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. И на портале, на сайте КРИРО есть ссылка, где предполагается этот мониторинг провести. И я ожидаю, что, может быть, даже в административном порядке вас ожидает вот это мероприятие. То есть, видимо, администрации образовательных учреждений, может быть, управленцы, которые вот в наших регионах занимаются вопросами образования, вас попросят вот этот мониторинг пройти, вот это тестирование. Но я тоже покажу, где эта ссылка находится, вот там на нижнем слайде она присутствует, но я еще раз эту экскурсию проведу. Значит, в рамках вопросов, которые в тесте присутствуют, вот примерный перечень, он выглядит таким образом. Это понятийный блок, который входит в вопросы функциональной грамотности, функциональный блок, в котором содержатся задания, направления, разные методологии оценок, ну и, наконец, методический блок, в котором вы тоже должны показать свои компетенции педагогических работников по ориентированию в вопросах содержания, оценок, ответов и так далее. Значит, вот это тестирование предлагается пройти в удобное для вас время. Ресурс этот открыт, но, к сожалению, там дается для прохождения каждого блока только одна попытка. Но это делается для того, чтобы каким-то образом объективно оценить нынешнее состояние. Для тех людей, которые как бы будут, ну, не совсем хорошо отвечать на вопросы, предполагается, что для них будет специально оформлен индивидуальный образовательный маршрут, и по этому маршруту, в рамках этого маршрута нужно будет пройти дополнительно, ну, такой коротенький курс, о котором я уже говорил. Значит, курс этот, значит, тестирование должно пройти с 20 января по 3 февраля. Это по планам Министерства образования и по той программе, которая была подготовлена в рамках этого курса, в рамках вот этой подготовки, всеобщей, всероссийской подготовки к мероприятиям. Значит, кроме того, отдельно для руководителей муниципальных и государственных образовательных организаций будет тоже проведено такое тестирование, то есть некий мониторинг, будет опросник специальный создан, чек-лист, который рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. То есть, по сути дела, это спускается сверху, это как бы не придумывает Институт развития образования, а вот эта вся процедура, она предусмотрена таким централизованным образом. Естественно, что мы в регионах тоже должны будем ее реализовать. Значит, для вот группы людей, которые я сказал, проводится такой тест, он тест единый на образовательное учреждение, в котором нужно будет ответить на какие-то вопросы мониторинговые, в которых будет содержаться некоторые критерии и будет оцениваться, насколько готово то или иное образовательное учреждение к проведению мероприятий, связанных с исследованием на математическую грамотность в том числе. Я уже сказал, что вот кроме курса и кроме тестирования, которые предполагаются для разных уровней и преподавателей, и для управленцев, у нас с вами еще объявлен конкурс, республиканский конкурс методических разработок по развитию функциональной грамотности обучающихся. Но здесь речь идет не только о математической грамотности, а о всех видах грамотности и в совокупности, по всей видимости, может быть. То есть серия разного рода вот практик, которые в настоящее имеются,
и в настоящее время имеются и используются. Ну и вы видите, тут указаны и цели конкурса, и этапы конкурса. Он предполагает, что есть заочный этап и очный этап. Но очный этап, если, я думаю, что если у нас позволит возможность эпидемиологическая ситуация, то, может быть, мы действительно очно проведем. Но если нет, то в синхронном режиме, по всей видимости, защита вот тех вот материалов, которые будут представлены на конкурс, она будет проведена в режиме онлайн, в синхронном режиме. Ну, я вам все-таки предлагаю принять участие в этом мероприятии. Думаю, что большая часть материалов должна быть представлена от математиков, потому что, ну, прежде всего, в этом году тестирование будет проводиться по математике, поэтому элементы математической грамотности, так или иначе вы готовитесь, так что у вас какие-то материалы накоплены, покажите свой опыт, это будет очень полезно, интересно и для всех, ну, и какая-то оценка будет обозначена в вашей работе. Дальше здесь я уже перехожу на сайт и, наверное, лучше перейду на сайт и покажу, где вот такую небольшую экскурсию совершу по сайту, который вот содержится у нас на страничке Криро. Одну минуточку, мне нужно продемонстрировать свой экран. Ага. Так, пожалуйста, скажите, все ли видно сейчас на моем экране? Это мой рабочий стол должен быть сейчас виден. Я предлагаю там полноэкранный режим вам выйти. Значит, вы сейчас видите сайт Института развития образования. Посмотрите. Значит, и вот здесь в вертикальном меню справа есть баннер «Функциональная грамотность». Не знаю, посещали вы этот раздел или нет, но сделан специальный такой сайт для, ну, вот, организационных мероприятий, которые связаны с функциональной грамотностью. Давайте я просто зайду на этот сайт и, по крайней мере, продемонстрирую, что тут есть, какое содержание. Значит, если мы входим на сайт, то у нас вот картиночка выглядит таким образом. Ну, во-первых, здесь вся нормативная база есть. Ну, по сути дела, все на одной страничке находится, потому что материалы, как правило, снабжены ссылками на различного рода ресурсы. Есть нормативная база республиканского уровня, федерального уровня. Здесь все приказы сосредоточены, ну и нормативные документы, которые посвящены вот работе по подготовке к проведению исследований на функциональную грамотность. Значит, вот про мониторинговые исследования, я которые говорил, вот здесь, если вы войдете на эту страничку, то посмотрите, тут 3 раздела. Это одна из ссылок для учителя, вторая ссылка для обучающихся на муниципальном уровне. Ну и есть вопросы, которые связаны по оценке готовности учащихся. Вот по этим ссылочкам, если вы пройдете, то можете посмотреть, ну вот открывается, скажем, мониторинговое исследование, тут описание, и тут же идет ссылочка для участия в исследовании. Открывается тест, ну, загружается тест, и вы проходите тестирование вот по этой ссылке. Вернусь назад на основную страничку. Значит, дальше вот обратите внимание, что тут у нас еще на нашей страничке есть. Значит, во-первых, вот здесь приводятся все информационно-методические мероприятия, которые у нас здесь вот присутствуют. У нас, начиная с сентября месяца, проведено множество всякого рода мероприятий. И здесь вот эти мероприятия все зафиксированы. Ссылки на те семинары, вебинары, которые проходили. Вполне возможно, что в некоторых из них вы принимали участие сами. Поэтому вот этот материал здесь выложен. Он в виде ссылок на видеосюжеты, которые были отсняты разного рода мероприятий. Здесь вы по этим ссылкам можете пройти. Здесь же содержательная часть банка заданий присутствует. Вы можете еще раз открыть задание, посмотреть. Ну, ссылка, естественно, на портал, где можно организовать
обучения и прохождения тестов обучающихся. Но сегодня в содержательной части Мария Анатольевна еще об этом расскажет. Значит, еще раз хотел сказать, что совершенно бесплатно с выдачей удостоверения проводится курс повышения квалификации. Давайте я еще раз на него ссылку постараюсь найти. Да, вот профессиональные конкурсы, про конкурс, который я говорил, значит, вот здесь вот ссылочка прямо отправляется. Здесь приведены рекомендации, как оформляются материалы, куда отправляются и так далее. Всю информацию вы здесь можете найти. Ну и, наконец, вот этот курс по функциональной грамотности, он тоже здесь присутствует. Значит, наверное, вот здесь эти мероприятия должны быть. Если вы зайдете по этим ссылкам, по всей видимости, вы в курс попадете. Так, я тут потерялся где-то. Так, методические рекомендации еще раз. Ну и курс по... Так, республиканский конкурс. Не вижу, где курс. Курс. Открытый банк, электронные задания, банк заданий. Ну, по крайней мере, на сайте, то есть, вернее, вот, нет, это не то, на страничке, на моей презентации ссылочка на этот курс видна. Курс совершенно бесплатно, удостоверение выдается по окончанию этого мероприятия. Ну и я предлагаю вам пройти это мероприятие. Оно там несложно, 3 блока в нем присутствуют. Не так затратно, но тем не менее какие-то знания вы получите, навыки дополнительные. Да, курс выложен на EduRCOM, и он присутствует там среди... В шапке тут же присутствует, тут же его можно найти. Но давайте я все-таки, чтобы уж совсем не выглядеть неподготовленным, я почему-то эту ссылку сразу не нашел на сайте. Я открою эту страничку и покажу, что она вот здесь присутствует. Сейчас, минуточку. Так, это, по всей видимости, у нас сегодня еще и портал косит с утра. Видимо, там у сита были какие-то проблемы с сервером, не открывается. Ну хорошо, давайте я остановлюсь. Нет, не открывается портал. Остановлюсь на этом и, наверное, слово передам Марии Анатольевне, содержательной части. Но в конце я еще пару слов хочу сказать, объявления некоторые произнести и ну, как бы резюмировать нашу работу. Мария Анатольевна, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Так, сейчас я подготовлю сразу же. Так, где у нас тут презентация? Я сейчас свою закрою камеру. Ага. Так, и... Так, где? Вот. Да, презентацию открывайте. Все нормально, да? Ага, хорошо. Так, значит, уважаемые коллеги, да, добрый вечер. У нас сегодня, в отличие от предыдущих вебинаров, там, семинаров, которые мы проводили с Ильей Ивановичем по функциональной грамотности, несколько, наверное, другие цели просто мы преследовали. Так как мы на прошлых занятиях, будем так говорить, говорили о сути функциональной грамотности, о формировании ее оценки, ее компонентах основных, рассматривали контекстные задачи, которые можно предлагать учителю на уроках математики, в частности, то есть математической грамотности, то сегодня мы решили как бы в какой-то степени, наверное, методическую такую составляющую выдержать и познакомить вас с ресурсами, с информационными ресурсами, где можно черпать необходимую информацию, потому что информации сейчас очень много появляется, очень много, и, как говорится, зачем изобретать велосипед или зачем переживать, что же это такое, где же это все взять, несколько, наверное, более важнее познакомить вас со всеми ресурсами. Вот. И Илья Иванович познакомил вас, обратил внимание вас на наш сайт Криро.
Я вообще вот тоже несколько сайтов просмотрела, несколько ресурсов, и я тоже вот сейчас, наверное, больше склоняюсь к тому, что у нас очень даже неплохой сайт и очень хорошая, полезная такая, информативная, в общем, информация такая важная дана именно по этой области, в области функциональной грамотности. И я хотела бы сейчас... Так, сейчас что я делаю? Так, сюда. Нет, сюда. Так, как-то у меня не получилось. Надо, наоборот, слайды. Вот так вот, да. То есть я хотела вас познакомить еще с одним сайтом. Это портал, портал называется «Единое содержание общего образования», который был, который начал свою работу, начал функционировать буквально в 2021 году, то есть это совершенно новый. Он создан для помощи руководящим работникам школ и педагогам при внедрении обновленных в ГОС, как начального общего, так и основного общего образования. Содержательное наполнение портала осуществляет Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Вот, я, значит, постаралась изучить этот портал и нашла здесь очень много полезных вещей. И я немножечко сейчас его прокомментирую по содержанию этого портала. Значит, это имеет отношение не только к функциональной грамотности, естественно, хотя почему бы и нет, говоря о новых ВГОС, о новых основных образовательных программах, о новых рабочих программах, о создании, то можно просто подумать, как функциональная грамотность соотносится с идеологией новых ГОС. Итак, значит, новое содержание. Так, сюда, да, наверное. Вот, значит, я по вкладочкам, я сначала по презентации просто расскажу, может быть, что здесь есть, и больше остановлюсь на том, что мне больше всего понравилось, а потом, также могу продемонстрировать, также все вкладки мне как бы нет смысла вам демонстрировать, но некоторые я бы хотела бы открыть на рабочем столе, чтобы вы посмотрели. Я очень рекомендую вам к работе вот этот вот портал. Да, вот меня тут в чате поддерживают, что отличный портал. Итак, значит, здесь что у нас есть? Во-первых, обсуждение организовано проектов примерных основных образовательных программ, где вы можете не только познакомиться с рабочими программами, с проектами, но вы можете внести как бы не то, что не внести свои коррективы, наверное, это неправильно, а свои замечания, что ли, выразить. То есть можно заполнить анкету, и можно с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. То есть свое мнение можно выразить, и разработчики портала с удовольствием ждут как бы обратной связи в этом плане. Так, значит, затем вот это, значит, в основном можно сейчас... Рабочие программы, обсуждение проектов примерных основных образовательных программ. Значит, здесь есть примерная основная образовательная программа начального образования, есть основного общего образования и приказы об утверждении федерального государственного образовательного стандарта, как того, так и другого, как начального общего образования, так и основного общего образования. Все документы скачиваются очень свободно, в общем, очень... Этот портал, этот сайт очень легок в применении, очень все просто и доступно, и понятно. То есть все скачивается. Я тоже уже все поскачивала оттуда, все, что можно, сохранила в отдельной папке. И если как бы у вас какие-то проблемы, сложности, то можете обратиться ко мне. Как всегда, я вам скину все необходимые материалы, все документы, которые здесь опубликованы. Так, значит, затем вот и примерные рабочие программы по всем предметам есть, по всем предметам, и все документы скачиваются. Значит, здесь
опубликована структура примерной рабочей программы, что туда входит. Но как бы не секрет, что нам всем, естественно, учителям, простым учителям приходится писать рабочие программы, и это вызывает сложности, какие-то проблемы. Часто учителя обращаются друг к другу, как это написать, что туда должно входить, как это лучше оформить. Вот этот портал замечательный, он все это предлагает. Более того, значит, он не только предлагает какие-то программы, здесь существует конструктор учебных программ, что мне особенно понравилось. Конструктор учебных программ. Это тоже вкладка абсолютно бесплатная, только нужно зарегистрироваться. Регистрация очень простая, очень понятная, то есть там нет ничего такого. И, то есть вы можете сами, то есть не воспользоваться какой-то готовой рабочей программой, тем более, что там все равно проекты только рабочих учебных программ. Вы можете создать свою, и не только, например, скажем, полностью по предмету, например, я математик, там по алгебре или по геометрии, а даже по какому-то разделу математики, например, я попробовала уже здесь, походила, познакомилась, и я составила, не совсем еще составила, поэтому я вам не могу ее предложить, он скачивать не дает, пока полностью работа ваша не будет осуществлена. Я вот попробовала составить примерную рабочую программу основного общего образования по вероятности и статистике для 8 класса. То есть там можно воспользоваться шаблоном, предлагается шаблон, в который вы просто вписываете необходимую для вас информацию. То есть там дана, например, разработаны основные, такие ключевые моменты, например, пояснительная записка именно к этому курсу, к вероятности и статистика. Затем, какие результаты должны быть, и у вас остаются только места, где вам нужно заполнить, например, почасовку, или же, дату, возможно, еще какие-то нюансы. То есть там оставлены пробелы такие, куда вы можете просто вписать то, что вы считаете нужным. Вот, по окончании вы делаете готово, завершить, и у вас готовая рабочая программа тогда, может скачиваться для работы. Но вот я не смогла скачать, потому что он меня сохранил только как черновик, так как я не все там еще сделала. Но я скажу, что это очень замечательно, что вот такой конструктор есть, которым можно воспользоваться. Так, затем учебные предметы, это вкладка «Учебные предметы», тут тоже связано с рабочими программами, здесь тоже по всем предметам, и даже, по-моему, какие-то здесь взяты внеурочная деятельность, даже есть факультативы, элективы, то есть все можно разрабатывать за основу, тут опубликованы вот эти вот рабочие программы. Так. Затем, типовой комплект методических документов, то есть что туда должно входить у вас, например, какие-то методические рекомендации, либо полностью там по предмету, дальше там по выполнению, например, домашних заданий, или же по тому, как там критерии оценивания различные, допустим, того же домашнего задания, каких-то работ контрольных, проверочных, как вести тетради, как заполняться, и так далее. То есть полностью комплект каких-то методических документов здесь полностью предлагается. Так, затем есть такая вкладочка, как «Федеральные уроки для школьников». Но вот здесь, конечно, мало он, как я уже сказала, что этот портал только-только начинает работать, и он постоянно пополняется, поэтому, вот эта вот вкладка, скажем, меня не очень пока заинтересовала, потому что там не так много. Так. Да, у меня вот ссылка на этот сайт в самом начале презентации тоже она есть. Значит, то есть здесь по федеральным урокам, здесь всего лишь, по-моему, только 3-4 урока опубликованы. Вот, я надеюсь, что в дальнейшем это будет тоже вкладка пополняться, и тоже можно будет воспользоваться и как-то оказать себе помощь во внеурочной деятельности, воспитательной деятельности. Так, вот что мне очень понравилось. Мне очень понравились виртуальные лабораторные работы.
они разработаны по многим предметам. Вот здесь, например, видны биология, математика, физика, химия. То есть это такой ресурс, ну, с такими видеофильмами. Вот я вообще понимаю, насколько это интересно по химии смотреть или по биологии, но меня заинтересовала математика, и я по математике тоже здесь рассмотрела, и знаете, этот видеоресурс такой очень полезный, очень понятный, очень доступный и очень красочный, это хочется смотреть и хочется учиться сразу же. Вот, особенно сейчас в наше время, наше неспокойное время, когда у нас такая эпидобстановка по России, и нам постоянно приходится либо устраивать какие-то внеочередные каникулы, или заочное обучение, или дистанционное обучение, что в любом случае как бы не есть хорошо. Сейчас много тоже об этом разговоров. Вот. Но как бы функциональная грамотность вообще и вот такие ресурсы, такие порталы, это нам просто в помощь. То есть почему здесь, как бы сейчас перескочу опять на функциональную грамотность, она сейчас особенно актуальна, потому что ученик попадает в такие ситуации, такие нестандартные, такие стрессовые ситуации, когда ему нужно выплывать, ему нужно обучаться, и он вынужден просто научиться работать с информацией, разбираться и как бы находить какие-то свои пути решения проблемы, решения задач, хоть учебных, хоть жизненных. Поэтому функциональная грамотность здесь вообще очень актуальна. И вот этот портал, вот здесь вот эти вкладки, как виртуальные лабораторные работы, например, они огромную помощь учителю окажут. Вот так выглядит, значит, когда открываешь здесь. Это у меня по математике, потому что, как бы мне всегда казалось, что по математике лабораторные, на самом деле вот практически лабораторные, потому как понятно, что ребенку всегда легче усваивать материал тогда, когда он может это сам что-то сделать, да, там точно так же, например, с многогранниками, если он будет наглядно, там показывают, как можно из различных разверток конструировать какие-то многогранники и сравнивать, там сопоставлять, делать какие-то выводы о том, какой вид будет иметь этот многогранник, будет ли он правильным или не будет, почему. То есть, так как бы через практику освоение, обучение будет проще, интереснее и продуктивнее. Вот. Я говорю, я уже молчу про такие предметы, как биология, химия, физика, например. Так, затем вот такая вкладочка, как методические интерактивные кейсы. Это тоже просто прекрасная вот вкладочка, прекрасные здесь материалы собраны. Это здесь тоже они по разным предметам. Вот вы видите, биология, литература, география. Вот. И, конечно, здесь тоже идет как видеоресурс, видеоматериал, и кейсы, то есть они хороши тем, впрочем, как и вот те виртуальные лабораторные тоже, они сопровождаются заданиями, сопровождаются там, тестовыми заданиями, какими-то практическими заданиями, вопросами, такими задачами. То есть не просто просмотри, как кино, один видеофрагмент и все. Значит, вот такая вкладочка, вот так вот она выглядит. Вот здесь я опять-таки открыла математику, какие темы здесь собраны. Так, значит, методические пособия и видеоуроки также присутствуют. Тоже вот все скачивается в PDF-форматах. Все эти документы, все эти файловые документы, все эти работы скачиваются, можно почитать, можно просмотреть, можно изучить, но здесь тоже как бы для меня пока что-то можно, конечно, почитать, но пока не так уж, вот лично для меня не очень много пользы здесь я увидела вот в этом. Но вероятно, что это все также будет набирать обороты и будет пополняться. Поэтому это с точки зрения методики, конечно, здесь не для того, чтобы как готовый материал использовать, например, на уроках, а это чисто как методическая такая составляющая для учителя, методическое подспорье.
Так, значит, ну и, конечно же, есть вкладочка «Функциональная грамотность». Здесь вот она как бы даже так выделена более таким, большее пространство здесь содержит. Но что я могу сказать здесь по функциональной грамотности относительно этого материала? Например, ну, здесь можно, да, сбоку походить по этим вкладочкам, тоже почитать еще раз, что такое функциональная грамотность, в чем ее актуальность, зачем она нужна, зачем реализуется, когда, как там, в каких классах, какие компоненты, то есть через все эти, то есть связь, взаимосвязь этих компонентов, читательская, финансовая грамотность, естественно, научная, ну и так далее. Вот, то есть сбоку эти тоже все активные ссылочки, все это можно почитать. Так, ну... Вот здесь есть также, вот я стрелочкой показала, что есть банк заданий для формирования функциональной грамотности, но вот здесь вот эта вкладочка отправляет вас сразу же на РЭШ. То есть здесь как такового банка нету, не прикреплен. Поэтому, ну, в отличие вот от других вкладок, вот здесь функциональная грамотность мне, конечно, меньше всего понравилась. Я вообще больше пользы увидела на нашем сайте Криро по функциональной грамотности, нежели вот на этом, потому что здесь есть небольшая только информация и потом отсылает в РЭШ. Ну, я не знаю, какое у вас мнение о РЭШ, меня как бы оно не очень восхищает. Вот это вот электронная, российская электронная школа, она меня как бы не очень вдохновляет. То есть вот здесь эта вкладочка туда отправляет. Вот, ну, вот я как бы, да, естественно, тоже так же прошлась по всем ссылкам. Ну, и, не знаю, может быть, я сама не очень разбираюсь в этом РЭШ с этой функциональной грамотностью математической, но вот я создаю мероприятие, то есть оно позволяет создать мероприятие, оно позволяет, значит, создать, то есть система сама там создает варианты. Ну, вот по математике мы, например, делали так, но нужно... как сказать, нужно назначить эксперта, там, значит, все это вводишь, назначить эксперта, потом нужно назначить класс, ну, класс, понятно, это как бы ничего, вообще это все без проблем, конечно, вот, то есть свой класс туда всех записываешь, включаешь, тебе присылают коды раздаешь ученикам, и ученики потом решают, проходя по ссылкам, и эксперты, которые там назначаются, они проверяют их работу, в общем-то, и выставляется оценка. Но я смогла просмотреть, эксперта можно, ну, сам учитель может проверить, да, ну, не знаю, что-то вот я в этом пока не очень разобралась, и я просто поняла пока для себя так, что я смогла просмотреть работы только тогда, когда сама себя назначила еще учеником, и как ученица просто прошла весь тест, ну, всю работу, и тогда, ну, составила представление. Вот. Угу. Ну, надо поизучать, посмотреть. Я говорю, что вот, например, есть какие-то ресурсы, какие-то вот сайты, на которых вот быстро, не нужно даже задумываться, там все понятно, все это скачивается, там туда где-то зарегистрировался, все. Вот, ну, на РЭШ мне как-то вот не очень понятно. Ну, может быть, это только мне непонятно. Вот, ну, конечно, если мы создаем мероприятие, но не назначаем класс, я вот сегодня так делала, то он позволяет скачивать критерии оценивания какой-либо работы. То есть он описывает, например, если задание содержало там такое-то содержание будет у задачи, то по критериям оценивания, как выставляются баллы, и вот это вот полностью это позволяет скачивать. Вот, но, не знаю, меня это не очень вдохновило как-то. Вот, значит, вот так вот вариант вот я создавала, вот здесь вот, значит, работа какая была, и по вкладочке там показать, или же по самой, значит, по работе, проходя, я могла скачать все критерии оценивания. Угу. Ну вот, да, Вера Ростиславовна. Вот, то есть мы вот так вот делали, что мы сами себя записали учениками, сами прошли, потому что потом с учениками тоже, ну, нужно было как-то обговаривать, где, как, что, на что обращать внимание и так далее. Вот, это вот что касается вкладки «Функциональная грамотность» вот на этом портале. То есть, ну, вот немножечко как-то так получилось. Ну вот здесь я сделала на презентации еще скрины сайта.
где, значит, есть электронные учебники в медиатеке, и также есть вот вкладка «Банк заданий по функциональной грамотности», но этот банк, вот он так вот выглядит, потом сюда отправляет, здесь он позволяет посмотреть вот эти картинки и и заинтересовать, как бы, что за задачки могут быть. Вот. Но самое интересное, что он не позволяет в бесплатном доступе этим воспользоваться. То есть вообще, как бы, как там описано все это, ну, про банк заданий, мне очень понравилось, что банк заданий этот очень полезный, и что вот каждое задание представлено в виде ситуации с 3 уровнями сложностями, разработано 10 различных типов и форматов заданий и так далее, то есть все по классам. Но когда ты заходишь на вкладочку, то все неактивно, он не позволяет это скачивать и не позволяет воспользоваться. И предлагается, ну, лично я так поняла вот на этом сайте, что если ты хочешь воспользоваться, то нужно просто позвонить по номеру телефона, и, видимо, там будет рассказано, и какой-то код еще должны, промокод или какой-то код должны выдавать для того, чтобы воспользоваться. Ну, я так считаю, что это платная должна быть, как бы, услуга платная, чтобы воспользоваться. А описание, как бы, да, описание задач очень хорошее. То есть чувствуется, что кейсы очень хорошие созданы, разработаны, но почему-то вот они не в доступе. То есть вот так вот. То есть я, опять же таки, да, нахваливаю наш сайт Криро, в котором тоже есть, вот я как раз тоже это вот сделала скрины с нашего сайта, но мне очень вот это все понравилось, то есть там можно, да, вот то, что Илья Иванович показывал все, я, например, ну, очень советую воспользоваться именно в первую очередь нашим сайтом. И там по классам есть градация, и, может быть, конечно, там просто, ну, вот как задание, да, то есть нам вообще интереснее, когда это кейсы целые разработаны, но можно начинать и просто с каких-то отдельных заданий, потому что, как бы, начинать знакомиться с чем-то, что-то применять, внедрять можно и с малого, а потом можно и научиться самим создавать такие кейсы. Вот, то есть это все наше, родное, это все у нас на сайте Криро есть. Вот, и еще хотела познакомить вас вот с таким сайтом. Вот, значит, здесь есть адрес электронный, презентацию потом возьмете, можно зайти по ссылке. Этот, значит, ресурс бесплатный. Так, на вход, ага. Это вы про тот банк по функциональной грамотности, да, Илья Иванович, то, что 600 рублей? Понятно. Ну вот, ну, нужно, конечно, до конца все это разузнать, и я говорю, что, потому что описание очень хорошее, и возможно, что если, как бы, деньги небольшие, да, и, как бы, я просто нигде не видела, чтобы там это об оплате было написано, у меня просто, как бы, появилась записка, что позвоните по телефону. Вот, значит, ну, я возвращаюсь к этому сайту. То есть вот этот сайт бесплатный, и здесь можно пройти весь курс по функциональной грамотности. Причем также можно получить удостоверение. Я, конечно, здесь сейчас ни в коем случае не говорю, что проходите лучше здесь, вместо того, чтобы проходить на нашем сайте Криро, но на нашем сайте можно, и на этом тоже можно пройти. Заодно можно и сравнить информацию, как бы, да, и, как бы, хорошая полезная информация никогда лишней не будет. И здесь можно по всем модулям пройти. Вот на этом сайте можно пройти курсы всех модулей, то есть математическая грамотность, естественно, научная, читательская грамотность, даже креативное мышление, креативное, финансовое, в общем, все-все-все. Удостоверения они могут выдавать уже даже если вы пройдете всего лишь 2 курса. Вот, очень, очень хороший ресурс, очень хороший сайт. Значит, например, вот я зашла в математическую грамотность, у меня открывается сразу предложение, нужно пройти именно все-все-все друг за дружком вот такие темы. Каждая тема не занимает много времени, это тоже очень хорошо, и каждая тема, она раскрывается, вот видеоролик,
значит, там выступает учитель, подкрепляется это все еще и презентацией, рассказываются еще и задачи. Правда, скачивать здесь, ну, не все можно. Но, например, вот эти видеоролики, вот они не скачиваются. Но можно скачать какие-то задания, там, которые будут, еще что-то. Это я тоже кое-что поскачивала с этого сайта. Вот. Очень полезный сайт, очень хороший. И когда я первое занятие вела по функциональной грамотности для вас, я вам скажу по секрету, что я воспользовалась информацией именно с этого сайта. И ссылка на этот сайт есть. Я вам вот здесь, если вы презентацию, у меня здесь куча всяких ссылок. Вот смотрите, видите, вот этот сайт, вот именно на этот сайт идет вот эта ссылка. Вот, то есть везде, где есть какая-то полезная информация, я вам на этой презентации везде ссылочки сделала, чтобы вы нигде не искали особо. Вот, затем на презентации на это я несколько еще ссылок дала, что сейчас очень много, да, конечно, все платно в основном. Все вот эти пособия, очень много пособий методических, очень много сборников задач. Есть и кейсы, ну, по некоторым темам есть кейсы даже разработанные. И вот я то, что нашла, вот здесь вот у меня 3 ссылки. Ну, вот эта вот серия уже знакомая всем, которую я тогда показывала, да, на предыдущем занятии. Вот, тоже есть и по всем, вот вы здесь видите, что по глобальным компетенциям: финансовая грамотность, математическая грамотность, креативное мышление. Вот, ну, да, наверное, и в продаже пока, в такой, в открытой продаже их пока не встречать. Я когда хожу по книжным магазинам, пока ничего не встречается, но можно заказать через интернет-магазины. Так, вот, и хотела, да, вот еще тоже сборник здесь. У меня эти скачанные есть, вот эти вот, ну, вот этот сборник, например, он скачивается. Я его скачала. Этот сборник я тоже скачала. Сборники специальных модулей по финансовой грамотности для ОМК для 10 класса. То есть, ну, как бы очень полезные, очень содержательные, очень хорошие. То есть вот это вот покупать не надо, это скачивается, и я это скачала. Так, значит, вообще я там уже целую кучу скачала всяких сборников. Вот последнее, буквально последнее новшество нам в Криро, в нашей библиотеке Криро есть вот такая книжка. Вот она у меня сейчас тоже здесь, вот я вам ее заскринила, обложку. Математическая грамотность. Просто замечательная книжка, потому что здесь как раз даны кейсы. И каждому кейсу, то есть кейс несколько задач как бы взаимосвязанных между собой. Там не для младших школьников, там есть и для младших, и в основном есть 8, 9 класс. Ну, просто чудесные задачи, знаете, по сравнению с ОГЭ, например, где у нас вот этот первый блок из 5 задач, где задачи, ну, можно в тренировочных встретить там про ОСАГО и про маркировку шин, что мне очень не нравится. Вот, то есть, как бы, ну, я реально считаю, что такие задачи не совсем актуальны для наших школьников, даже для 9-классников. Вот, они даже для меня, например, актуальность не представляют. А вот в этом сборнике, ну, тут реально очень полезные задачи, такие разбираются, кейсы целые, и ремонт квартир, и семейный бюджет, что особенно, ну, как бы важно и для будущих студентов, то есть тут сессия студента, и, значит, в связи с этим тоже ряд задач. Потом мне там одна задача понравилась, то есть кейс целый, разбитый телефон, про сотовый телефон. То есть вообще чудесные, просто чудесные задачи. Вот, значит, здесь по этой, здесь есть, ну, я не знаю, то есть как бы в электронном виде, да, она скачивается. Вот эти задачи, эти кейсы все я скачала тоже. Значит, на сайт сейчас, я не могу сейчас вам вот этот сайт дать, там просто через QR-код я вошла на сайт, но не знаю, если что, можно потом на следующем тогда занятии, я могу эту ссылку подготовить
Или же пишите мне, я вам скину, потому что я уже это все скачала. Вот, и либо, ну, не знаю, Илья Иванович, может быть, мы это, весь материал, который я наскачивала, может быть, мы опубликуем, может, мы это загрузим, ну, и пускай все, кто может, так, на странице семинара, то есть вот здесь же, да, просто я загружаю сюда. Вот, ну хорошо, вот я все, что у меня есть, я все скачанные сборники, методические пособия, и вот это, здесь написано приложение, потому что у меня написано пособие по развитию функциональной грамотности, но просто здесь отличается тем, что здесь есть пояснительная записка, и вначале, ну, как бы, ну, такая теория небольшая, хорошая, вот, а потом сразу идут задачи, и задачи называются приложения, вот, а вот то, что скачивается просто приложение, то есть все кейсы скачиваются. Ну, в общем-то, как бы у меня, наверное, здесь, да, у меня, наверное, здесь все на презентации. Вот, время уже почти половина, но если, я не знаю, тут Илья Иванович уже ссылку дал вот на тот сайт, и, наверное, вы уже сами тогда посмотрите вот эти вкладочки. То есть основное я советую как бы походить по вкладкам, это виртуальные лаборатории, то есть первое это по ВГОСам, ознакомиться со ВГОСами, второе обязательно посмотреть по рабочим этим программам, познакомиться с конструктором, затем вот эти виртуальные лаборатории и кейсы к предметам, то есть как бы которые, вот это, ну, я акценты на это делаю, вот, а функциональную грамотность, как бы она вас все равно отправит на РЭШ, поэтому здесь можно даже эту вкладочку не посмотреть, а лучше поработать с нашим сайтом Клиро. Ну, вот у меня, наверное, все, Илья Иванович, вот то, что я хотела продемонстрировать. Ага, спасибо, Мария Анатольевна. Меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять. Слышно меня, да? Раз, два, три, четыре. Да, слышно. Коллеги, если какие-то есть вопросы, пожалуйста, можете Марии Анатольевне мне задать. Я пару слов еще хочу сказать. Ну, во-первых, сегодня не работает у нас портал, где edu.ercomi.ru. Я бы еще раз вам отправил ссылку на на страничку нашего семинара. Посмотрите, там вся хроника содержится, все презентации мы стараемся выставить. И там же, я думаю, что мы поместим презентацию и Марии Анатольевны, и мою презентацию, но и все ссылки. Если у вас будут какие-то дополнительные запросы, адрес электронной почты мой и у Марии Анатольевны у вас есть, вы, пожалуйста, обязательно пишите. Но у меня еще есть два предложения и две таких просьбы. Посмотрите, мы когда-то с вами говорили, что мы, может быть, заведем некоторый ресурс, где будем друг другу советовать, что посмотреть, что почитать, с чем познакомиться, с какими ресурсами и так далее. И я хочу открыть сегодня, как бы торжественно перерезать ленточку этого ресурса. Вот посмотрите, я сейчас вам отправлю ссылочку на некий документ, который будет у нас находиться в открытом доступе. Если у вас есть возможность, прямо сейчас к нему зайдите. И я вам предлагаю, ну вот у нас сейчас там, может быть, и сильно напряженный период, а может быть и нет. Я вот такую табличку создал в Гугле, и тут вот смотрите два раздела. Конкретная ссылочка, кто советует, краткое описание, что там можно найти по этой ссылке. Ну и вот как в РИНС делается сейчас, когда научные измерения, ссылки обычно фиксируются. Так что в отзывах пишите, как вам понравится тот или иной ресурс. Я с ним недавно совершенно познакомился. Это история из жизни великих математиков, которые, ну, может быть, даже были нашими современниками. Некоторых из них я просто лично знал, общался даже, на конференциях встречался. Это математики 50-х, 70-х годов, некоторые 80-е годы, вот еще 90-е годы я на конференциях встречался с некоторыми из них. И очень интересная история. Здесь приводятся их жизненные факты, воспоминания их учеников. Там же есть, кстати, много очень фотографий исторических. То есть, если вы, скажем, будете оформлять какой-то проект по математике в неделе каких-то мероприятий математического цикла, или, может быть,
Может быть, просто какой-то реферат дети будут писать. Это, ну, 50-е, 70-е, 80-е годы, это как бы совсем недалеко. Но, правда, тут представлена только Московская школа математиков, здесь нет Петербурга. Но я думаю, что мы и Петербург через некоторое время увидим. Но самое интересное, что тут еще есть и аудиозаписи. То есть, в принципе, можно включить аудиозапись и послушать, например, про того же Владимира Игоревича Арнольда. Кстати, он в Сыктывкаре был в 1976 году. Я был студентом первого курса, и он выступал в университете с публичной лекцией, рассказывал по теории катастроф и теорию бифуркации, так она называлась. Очень интересная была лекция. Но я с ним несколько раз в жизни встречался, раза 3, по крайней мере. Но вот здесь очень интересное воспоминание его учеников, его близких, с кем он работал и так далее. Посмотрите, материал исключительно интересный. И, наконец, я хочу еще как бы одну традицию завести. Любой выступающий предлагает некоторую интересную задачку, которая в его жизни встречалась. Я думаю, что у нас у всех есть такая коллекция, но поскольку у нас речь сейчас идет о функциональной грамотности, то ну, я лет, наверное, 25-30 занимался олимпиадным движением в Республике Коми, много раз участвовал в работе жюри, где-то когда-то возглавлял, и даже есть книжка, посвященная кружковой работе по математике, изданная в коллективе с моими коллегами. И я помню, что у меня встретилась одна задачка, которую я на всю жизнь запомнил, я хочу ее вам предложить. Ну, я не претендую на бессонную ночь вашу, но, по крайней мере, эта задачка одна из памятных таких, которые я запомнил. Ну, давайте я просто постараюсь ее зачитать, как она будет на слух воспроизводиться, я не знаю, но если что-то, я вот тут готов еще и в письменном виде ее представить. Смотрите, задача формулируется следующим образом. Это, по сути дела, читательская грамотность плюс математическая грамотность. Встречаются два приятеля. Ну, по сюжету они математики, иначе такую задачу они друг другу не задавали. Ну, и вот между ними состоится такой диалог. Ну, как дела, как живешь? Все хорошо. Растут два сына, дошкольника. Сколько им лет? Произведение их возрастов равно количеству голубей, которые гуляют возле этой скамейки. Этой информации мне недостаточно. Тогда старший похож на мать. Теперь я знаю ответ на твой вопрос. Требуется определить, сколько лет каждому из сыновей. Давайте я попробую сейчас вот эту задачку вывести на экран, если у меня получится на доску. Сейчас, одну минуточку, давайте я постараюсь это сделать, если у меня получится. Так. Так, видно, коллеги? Задача мне понравилась, я помню ее. Ну, она, наверное, где-то есть в интернете, потому что это старая олимпиадная задача. Не знаю, 70-е, 80-е годы. Значит, еще раз посмотрите, прочитаю, если плохо видно. Как дела? Как живешь? Все хорошо, растут два сына дошкольника. Сколько им лет? Произведение их возрастов равно количеству голубей, которые гуляют возле этой скамейки. Этой информации мне недостаточно. Старший похож на мать. Теперь я знаю ответ на твой вопрос. Сколько лет сыновьям? Задача, мне кажется, очень красивая, но, по крайней мере, вот для меня она была памятной. Ну, поломайте голову. Ну, я думаю, что ответ где-то в интернете есть, потому что, повторяю, что задача такая популярная. Коллеги, если нет вопросов, то я еще раз анонсирую, что наша следующая встреча состоится 10 февраля, и мы передаем наш микрофон городу Воркута. Эва Ростиславовна Крылева нас будет принимать. Эва Ростиславовна где-то здесь, наверное, да? Угу. Да.
Так, еще раз, коллеги, материалы с презентации, ссылки, материалы все будут опубликованы. Пожалуйста, обращайтесь. Ну, сегодня вот сайт не работает, тот целый день, я так понимаю. Заходите, смотрите. Ну и мы ждем предложений. Если у вас есть что рассказать на нашем семинаре, пишите нам. До свидания.